Кинотему продолжим подарком от нашего телеканала. Завтра Юрий Деточкин заговорит на коми-языке. За 4 часа до Нового года мы покажем вам классику советской комедии «Берегись автомобиля» на коми-языке. Почти 2 месяца сотрудники нашего телеканала и известные артисты республики сделали, казалось бы, невозможное. Теперь амбициозный проект выходит на суд зрителей. Константин Куратов окунулся в рабочую атмосферу подготовки к эфиру. Переиграть невозможно, да и, собственно, задачу такую никто не ставит. Чтобы передать мысль, настроение на другом языке, актеры пересматривали фильм дома, репетировали в студии звукозаписи перед экраном, заново переживали все сцены. Страх, конечно, присутствует, то, что ты сделаешь что-то не так, может, как-то не то сделаешь, все равно не передашь тех эмоций, которые передавали артисты на русском языке, Смоктуновский, Папанов, там, Ефремов, потому что гениальные артисты. И страшно было, конечно, но попробовать стоит. Кто не рискует, тот не пьет шампанского. И это интересно на самом деле. Ради собственного удовлетворения. «Берегись автомобиля» – один из любимейших фильмов сразу нескольких поколений россиян. Его знают наизусть, многие фразы цитируют. К примеру, призыв «Свободу Юрию Деточкину» или фраза из монолога в суде самого Деточкина «Я не мог этого терпеть, ведь воруют» теперь звучат совершенно иначе. Секрет не только за исполнением, но и за другими, казалось бы, незаметными деталями, начиная с текста. Александр Чувюров около месяца потратил на отсмотр и расшифровку русского текста, а потом перевод, раз за разом отсматривая каждый эпизод, чтобы ничего не пропало. Представляете, да? Смотришь кино, артисты разговаривают. Перевод реплик должен совпадать по времени. Только тогда будет смотреться. Режиссер Вера Пивкина, кроме организации звукозаписи, внимательно следила за всем процессом работы и качеством исполнения не только с точки зрения эмоционального и языкового попадания, но чтобы и артикуляция дублеров совпадала с артикуляцией героев. Как ни странно, тяжело было найти столько артистов, свободно владеющих коми-языком. Кроме 2 главных ролей, Деточкина и Подберезовикова, еще 18 голосов. Работали как приглашенные актеры, так и сотрудники канала. Володя Ручева, скоро Орсны. Я пригласила Володю Ручева сразу на 2 роли – Папанова и Смоктуновского. Потому что Папанов такой артист, на которого трудно найти кого-то. А у Володи есть такой талант играть голосом. Мы с ним много работаем над мультфильмами. Там он уже показал возможности своего голоса. К работе над этим фильмом приступили, имея довольно солидный опыт. На нашем телеканале уже вышли 3 переводных фильма: «Военно-полевой роман», «Макаров», «По улице комод водили», а также уже несколько именитых мультфильмов. Голосом Светланы Мальковой в фильме «Берегись автомобиля» заговорила на коми-языке Инна. В мультипликационной премьере «Умка», которая прошла в выходные, она озвучила медведицу. Актриса признается, здесь было проще. Это обожаемый всей моей семьей, моими друзьями мультфильм. Мы сами выросли, смотря эти мультфильмы. И вот мои дети очень любят этот мультик. Самый младший знает все песни наизусть. И я, когда укладывала его спать, тоже сама пою колыбельную. Поэтому мне было очень легко. Я здесь уже, что называется, включила маму. Я работала над этим фильмом как мама. С огромным удовольствием. Я благодарю руководителей этого проекта, которые пригласили нас, что нам дали такую удивительную возможность озвучить на родном языке такие потрясающие кинофильмы и мультфильмы. Несмотря на опыт, работа над «Берегись автомобиля» никому не показалась легче, потому что с каждым разом растет и уровень. Если раньше были и фильмы попроще, актеры менее известные, героев меньше, теперь что не роль, то суперзвезда. Мы сознательно пошли на такую авантюру, чтобы это был скандал. Чтобы зрители заметили эту авантюру, мы взяли фильм, который нельзя трогать. Мы перевели его на коми и покажем его 31 декабря вечером, именно в то время, когда везде, на каждом канале идут мощные программы. Мы хотим войти в эту атмосферу и конкурировать, чтобы увидели и оценили. И мы сами хотим увидеть, как это пройдет. Как пройдет, увидим 31 декабря в 20 часов. Впрочем, телеканал «Юрган» уже начал готовить и другой сюрприз – еще одну классику. Скоро на экранах появится картина нашего знаменитого драматурга Николая Дьяконова «Свадьба с приданым».
Константин Куратов, Олег Жуковский, телеканал Юрган.